Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, и друзья. Сегодня у нас такое видео будет. Видео такая пахота. Пашем, сеем, сажаем. Короче, работа на огороде. Работа на огороде за целую неделю. Обычно я снимаю ролик, например, пашем. Этот день снимаю сеем. Этот день снимаю. В этот год решил по-другому и небольшие такие ставки делать, снимать каждый день, что работали на огороде за целую неделю. Где-то 4 дня у нас получилось. Вот. А сегодня уже все закончили. И вот как бы решил заснять вот такое начало этого фильма. Устраивайтесь поудобнее, берите себе чашечку там чая, кофе, булочку, чипсов или что там, семечки или что-либо. Ну, главное, чтобы было комфортно и приятно смотреть этот фильм. Фильм получился не маленький, длинный такой фильм. Но кому интересно, там самое главное, и как меняется природа вот от начала фильма и в конце. Как все зацветает. Буквально за 3-4 дня из маленьких листочков листва превратилась в полноценную листву, все зацвело. Так же, как и мы, вот огород тоже ничего не было, а уже все посадили. Вот так. Всем приятного просмотра, дорогие зрители. Ну что, друзья, у нас сегодня день пахоты. День пахоты, ну, предварительно такая проверка техники. Вон такой аппарат, как будет там работать после зимы. Иногда, хоть он зиму не работает, но почему-то каждую весну, когда начинаем пахать, редко какая весна без ремонта обходится. Сначала это делаем, а потом начинаем пахать. Вот. Сейчас попробуем. Сначала это маленький участок для маленьких грядок. Там лук, морковь, свекла, помидорчики там на открытом грунте. Клубника уже там есть. Ну, остальные вот такая редиска и все такое здесь. И еще здесь идеал сажаем родителям. Родители кушают только идеал картошку. Песочек немножко привезли. Вот Раиса Ивановна там относит этот песочек там туда на грядки, дополнительно убирает. И, как говорится, мужики вот собрались. Алексей за плугом и племянник Андрей. Куда-то он ушел. Он там. Все работники в сборе. Я на своем наблюдательном пункте, как говорится, и будем приступать. Если честно, еще ничего не знаем, как это будет дело происходить, потому что, как уже говорил, что каждую весну начинаем пахать, и еще время что туда немножко надо подлатать. Этот аппарат такой. Сам аппарат, лебедка-то нормальная, вот двигатель вообще. В50, что ли, кошмарный двигатель. Кошмарный, я вам скажу, кошмарный двигатель. Это не лифановский двигатель. Дядя Ваня сейчас заведет его. Без всяких прикрас буду показывать, как будет работать, не будет работать. Все будет. Ты смотри, завелся. Ты смотри, завелся. Ну, там где-то у нас плуг. На троще. И картина маслом. Сейчас двигатель, наверное, не согрелся еще. Ну, Господи благословит им. Поехали. Это маленькая грядка, такой квадратный участок. Раиса Ивановна кладет навоз туда, в эту борозду, граблями. И поехали. Все, работа началась.
шумно, друзья, и немножко уже потом побольше спашут, я покажу, как будет выглядеть на большом участке. Вот здесь хотя бы. Вот там очень как бы узкий участок. Куда сюда трактор загонишь, да? Многие пишут, почему трактор, да еще что-то, 21 век, там мотоблок. Мотоблок вязнет, потому что здесь у нас сырая земля. Лук, лебедка самое то. Таскать недалеко. Вы сами увидите, не первый год вам это показываем, нашу старенькую лебедочку. Ну, в принципе, там уже вот этот маленький участок уже почти заканчивает, там несколько полос осталось пройти. И все. На улице такая туча пришла и моросящий дождь такой. Все время усиливается. Там небольшой участок еще перед домом надо спахать. А большой участок возле амбара это оставим потом на другой раз. А сегодня пробный. Главное, что этот участок, вот этот маленький, который спахали для мелких культур, для мелких грядок, он готовый будет. Ну и лук пашет, лебедка работает. Трактору сюда не загонишь, потому что будет борозда, все, это колея. Подправлять после трактора надо очень много чего. А лебедка как идет, там просто держать, а иной раз вообще держать не нужно. Просто для страховки там. Закончили пахать, и этот участок тоже. Все ровненько, все гладенько, все хорошо. Дождь моросит, немножко такой мелкий моросящий. И остается вот этот участок возле амбара, так называемого, мы всегда говорим, этот участок амбар. Это такой на грядке. Тот около парника, который пахали, показывал ранее. Вот. А мусор, говорит, не мусор, а трава сухая. Собрали там. Сейчас дождь идет, как раз момент поджечь. Маша, принимай работу. А знаете, сейчас сколько у Маши работы здесь начнется? Сейчас ты граблить будешь, да? Маленькие борозды делать, граблить и маленькие грядки делать. Темно так. Сегодня вон дождь, да. Дождь. Мешается. Вон Раиса Ивановна тоже там. Дождь мешается. Моросящий такой дождь. Вроде бы и хочет начаться нормальный дождь, и нету его, и... Ну, пускай так. Пускай так. Вот на этот участок, вот именно вот куда я направляю камеру, не надо дождя. Ладно, Маша, давай заезжаем домой, обедаем, кушаем. А ты потом на грядку снова, да? Да, воскозырись. Ну. Потом Потом уже Маша сама покажет маленькие грядки. Если не сама покажет, то я сам покажу потом. надо бы уже как бы и сажать уже. Морковь люди уже сажают. Ну, Я делаешь, еще да. ждала вот, когда спашут землю. А вот потом погода вон какая. Вчера было ясное солнышко, сегодня пасмурная погода.
Маша подает семена. Сегодня там немножко посадит. Вчера Раиса Ивановна одна сама сажала. Сегодня уже ну еще одну, а потом, если останется, то занесем так ее обратно еще. Маша! Темно, не видно. Темно! О, сейчас видно, да. Так, семена вынесли тут. Ну, немножко тут. Маленькие участки. Да. Пока. Большой участок еще не спахали. Засеивать будем вот этот участок, который показывала ранее, который пахали. Вот. Маленький участок. А тот участок, который на грядку определили, и там немножко тоже уже вчера Раиса Ивановна посадила. Вот здесь такие грядки. Вот, определили там. Одна грядка, вторая, третья, четвертая и так далее. Там. Несколько уже там, наверное, засажено чем-то. Здесь еще не посажено ничего. Маша будет сажать еще. И там до конца потом. Семена намочили. Росточки такие крепкенькие, не длинные. Как раз крепкенькие, толстенькие такие. Дальше приготовили вот апельсиновые корочки. Ведерочка из-под майонеза. Не апельсиновые, мандариновые корочки. Или апельсиновые. И ому. Ому это тоже, говорят, ну такое, типа, добавка такая полезная, что проволочник, говорит, тоже боится этого ому. А этот участок у нас очень облюбовали, сухой участок облюбовали эти проволочники, и попытаемся все же их отпугнуть. По деревне едет трактор. Все, поехали, девочки. Апельсиновые корки, ому. Он конный какой? Души какой-то жарда. Мускоджит. Он ходит? Общо ходит мус. Ровненько так грядки, рядочки Маша купает. Как по веревке. Глаз алмаз, Маша. У меня барсик гуляет рядом вместе со мной. Картошку с нами вышел сажать. Барсик со двора вообще не уходит никуда. Вот малышка у него на дальние расстояния. Марш-броски. Очень далеко уходит. А барсик дома. Только на территории двора. А, красавчик какой. Снимаю из засады. Здесь темно, там светло. У меня здесь под тенью да темно. Камера тоже очень плохо показывает. Тень такая здесь. Но здесь приятно сидеть. Небольшой ветерок дует. Такой. В тени. Вообще замечательно. Маша босиком, вон, смотрите, босиком. Говорит, земля холодная, прохладная и очень приятно. А когда будешь окучивать, ноги будет жечь. Там как пепел будет горячий в земле. Это в июне, ближе к июлю. Вот.
Ну что, девчата уже заканчивают этот участок. Сколько сказали ведер-то? 4. 4 ведра, вон 5-е, наверное, понадобится. И... 4 ведра на этот маленький участок. Потом вчера еще Раиса она тоже 4 ведра посадила. Ну, в этом году этот вот возле забора участок забросили. Будет поменьше картошки. Так она все равно или продаем, или выбрасывается, или там проволочник есть. Обычно вот тот участок обычно очень много портит проволочник, и даем так, которые скотину держат люди, даем так картошку, просто так. Все, этот день у нас опять благодать. Трава ведь уже высокая. За пару дней сколько выросла трава. Вообще. И листики. Смотрите, какие листики уже большие. За пару дней. Север есть север. Казалось бы, не было ничего, Маша, да? Да. И потом раз, и все уже. Все, это прямо, Да. Прямо прет, да? Прямо прет, да? Прямо прет. Это у нас день 3. Сегодня у нас пахоты нету. А Маша вот будет сажать эти маленькие грядки, которые это самое подготавливает. Там лук, я видел, лук-щевок и остальное что-то. Немножко поснимаю. Маша, привет еще раз. Видео будет такое из таких дней. И как меняется природа. Когда начали листочки какие маленькие были, и потом уже сейчас черемуха цветет полным цветом все сегодня. Вчера буквально еще только-только начинает распускаться черемуха, сегодня вовсю цветет все. Так, сначала золой обрабатывает грядку. От родителей. От родителей, Маша, или что это? А? Сейчас дуст вообще нигде не продается. Да, не продается. Вот это тоже удобрение Ну, удобрение и от паразитов, наверное, тоже. Дуст сейчас не продается нигде. Раньше я постоянно там видел, мама дуст мукает, потом сажает так. Барсик где-то гуляет, айда лает его. Лает и лает. А Барсик там охотится на мышей где-то. Вот ей не лень лаять целый день. А Барсику как-то все равно, кто на него лает. Я кот, который гуляет сам по себе. Вот такие полосочки Маша делает черенком от граблей. Теперь немного полив. У нас пока дождей мало в сей год. Но впереди дожди обещают. Дня 3 точно прогноз показывает, что дождь будет. Ну и посадка лука. Что там? Прямо луковицы. Маша продавливает лунку большим пальцем и луковицей. Чего секрета здесь нету.
Вот так. Сажаем лук. А дальше что? Дальше морковь, укроп, да? Все здесь пойдет. Вот такие сейчас дни. Каждый день что-то сажаем, выносим, сажаем, выносим, сажаем. Подготавливаем почву, выносим, сажаем. Подготавливаем. Вот тот участок еще камбара у нас еще не спахан, видите, навоз даже не разбросан еще. Будем завтра пахать. Очередное утро, друзья. Деревенские заметки продолжаются. День прекрасный, отличный. И, наконец-то, время пришло большого участка, большого города. Раиса Ивановна еще здесь, в отпуске, разбрасывает навоз. Сегодня будем пахать и этот участок. Такой финальный штрих. Самый, большой участок, такой, самый главный. Вот. Кое-где оставили, как уже показывал вам. Кое-где посадили. Где-то там кукуруза. Сейчас просто с моего места не видно, позже покажу. Кукурузу посадили. Маша посадила кукурузу, но слишком часто посадила. Надо было порыже. Вот такая тачка у Раисы Ивановны. И раскидывает навоз. Слишком много навоза, как уже из опыта говорит, что картошка потом идет. Если много навоза, мы чередуем. Один год с навозом, другой год без навоза. Прошлый год, правда, здесь навоз тоже был, но в этом году мы убрали одно поле, ликвидировали, так сказать, и навоз у нас получится. Лишний получился. Черемуха уже все, видите, цветет. Это быстро все дело происходит. Вообще, видите, как цветет. Гроздья прям висят. Красота, да? Красота и аромат. Естественно, аромат по деревне разносится. Вообще супер. А мы ждем мужчин, чтобы это нам все это спахали. В этом году обычно единым днем это все пашем, в этом году не так. Потихоньку, что уже посадили, что-то еще не спахали даже. Вот и пришла бригада. Алексей молодой, Алексей постарше, дядь Вань,
Маша потом еще выйдет. Начнем благословлять. О, завелся бринчиклет. Завелся. Сейчас нагреется немножко и потащит плуг. Первую борозду потяжелее делать, чтобы там ровненько, чтобы получилось, никуда не убежал плуг. А потом уже все как по маслу. Можно даже плуг потом не держать. Просто немножко направлять и все. Участок не чисто прямоугольник, и поэтому сначала выравнивают там. Мария Олеговна промелькнула граблями. В бой, спешит в бой. Грабли, ведро для сорняков. Ну вот и все. Закончили. Мужики лебедку убирают. Убрали уже. Дядя Вань плуг чистит. И все. Весь участок практически готов. Весь участок практически готов. Вот осталось это поле засадить. Сейчас еще рано. Где-то, наверное, 11 часов. И, скорее всего, девушки будут сажать там. Сестра и Маша. Вот надо сажать эту картошку, чтобы уже не растягивать потом. Время бежит. Сосить там, уже траву косить. За 3 дня все зазеленело, все в рост пошло, и вот сосед уже там траву даже косит, триммером шумит.
А мы этот участок, да, сейчас девочка будет сажать картошку. И на этом наши пахотные... О, Раиса Ивановна там семена уже. Пару ящиков уже принесли с Марией Олеговной. И собираются сажать. Вот так. 3 мережа прям. Погода благодать. Облачко появляется уже, да. Может даже вот это что-то обещают с грозой дождя, не знаю. Ну и начали девушки сажать вот этот участок большой. Это тоже работа такая долгая, вещь. Всю работу, конечно, снимать не буду. Вот, примерно немножко. И потом засеют этот. Опять же кладут ому, смотрю, каждую луночку. Некоторые спрашивают, почему во время пахоты сразу не сажаете картошку. Этот момент такой. Мы почему-то не привыкшие так. Сажаем поперек. Можно, конечно, там один раз провели, потом второй раз провели навоз, потом третий раз закрыли это и картошку положили. И потом картошку закрываем, повторяем вот так. Так тоже можно. Ну, а пока мы сейчас вот так. Так, привыкшие, Маша, да? Да. Так, привыкшие. Видите, Маша стоит с лопатой. Не огреть эту лопату, да? Не поймать бы мне эту лопату спиной. Выходи, бандит. Лок. А, бандит такой. Мышей ловит очень много. Идет соседям. Соседям пошел. Все. Между досками мышей ловить. Вот такие семена. Слишком длинные эти как росточки не надо. Они вот эти самые крепенькие такие. Слишком длинные они ломаются. Как раз проросшие. Поближе вот покажу. Вот так. Такие. Ну и раз очень длинные делаем. Ну толку-то, когда сажаешь, все ломается. Вот так.
Ну вот так, друзья, все. Как говорится, у нас сезон посадки, сезон вспашки и все такое закончилось. Все вам показал, как смог, конечно, показал, и на квадрокоптере полетал, и просто так снимал со своего любимого места. Вот это мое любимое место, это отсюда все съемки велись. Вот. И говорю вам до свидания, добрых рассветов вам, а нам остается ждать урожая, пускай все растет, цветет, растет и дает хороший урожай. Теперь уже вернемся к огороду, как будем окучивать нашу картошку там и остальные культуры. Вот так. В теплицу Маша там выложила только еще огурцы с семенами, а помидоры хочет посадить на открытый грунт. Потому что ожидаем жаркое лето, посмотрим на открытый грунт, и пока рано еще. Вот обещает, вот видите, какая прекрасная погода была у нас. Черемуха все зацвела. И сейчас вот летит, вот Маша, поснимай, пожалуйста, вон. Летит, как снег летит. Обычно всегда или заморозок, когда цветет черемуха, или ветром все цветы сносит. Вот. В этом году как такого похолодания я не вижу, но ветер очень сильный поднялся. Ну, слава богу, мы успели. Завтра уже обещают дождь, послезавтра дождь и еще дождь. Там дня 3 будет дождь. Вот. А сейчас сегодня буквально, ну вот, фильм-то, конечно, выйдет чуть попозже, именно в воскресенье, потому что я уже, наверное, дождь не успею показать, потому что мне это надо смонтировать и поставить на закачку. Этот фильм будет закачиваться еще, наверное, сутки-полтора, это точно. Вот. Все, всем пока. Пока-пока.